Сегодня Бог говорит с вами через Святого Духа, выводя вас на новый уровень. Ваш прорыв происходит, и все атаки врага отменены, как объявил Бог. И если вы доверились мне и оказались в периоде ожидания, позвольте мне ободрить вас. Отсрочка не означает отрицание. Посмотрите это видео до самого конца, чтобы узнать, какой захватывающий сюрприз хочет преподнести вам Иисус. Держитесь своей веры в небесное послание, посланное вам через вашу связь с ангельским сознанием. Приготовьтесь получить благословения, которые вот-вот придут. Подпишитесь на наш канал и поделитесь этим видео со всем христианским сообществом. Попросите других тоже понравиться, если вы чувствуете защиту и руководство Божественного Сознания. Когда вы интерпретируете Божье послание, помните, что Он может просто сказать «пока нет». Бог всегда желает лучшего для своих детей, и когда придет время, Он приведет к желаемому результату. Пусть терпение сойдет на вас, пока вы ожидаете от Господа того, что Он приготовил для вас. Помните, все ваши дни уже записаны в Божьей книге. Когда вы столкнетесь с разочарованием, не зацикливайтесь на этой странице. Вместо этого оставайтесь на месте и продолжайте верить. Если вы доверяете Богу, просто подождите, пока не поймете, почему Он заставил вас ждать. То, что делает Бог, превосходит все, о чем вы могли бы когда-либо молиться или представить. Несмотря на усталость, разочарование, никогда не теряйте надежды на будущее. Бог надежен. Никогда не недооценивайте силу Господа, способную мгновенно изменить ваши обстоятельства. Он может сразу открывать двери, менять сердце, хранить что-то или передавать благословение. Бог говорит: «Мой дорогой ребенок, если ты любишь меня, ты посмотришь это видео до конца». Пусть трагедия этого видео наберет 20 тысяч лайков, чтобы все люди могли стать свидетелями силы любви Иисуса. Дитя мое, пожалуйста, не подведи меня. Если вы сделаете это, вы получите большое чудо у своей двери. Я заявляю, что до конца этого месяца, во имя Иисуса, вы станете свидетелями того, как Бог творит чудеса для вас и вашей семьи. Бог неожиданно начнет открывать для вас двери, которые раньше были закрыты. Восстановление и исцеление уже началось. Впереди вас ждут величайшие дни продуктивности и процветания. Не сдавайтесь и продолжайте двигаться вперед. Если вы готовы и Бог желает благословить вас, на нем всегда будет написано ваше имя. Вы ничего не можете сделать, чтобы изменить это, пока вы идете в соответствии с Его волей. Крайне важно не задумываться и не питать беспокойства по поводу того, как обстоят дела в вашей жизни. Каждое событие имеет определенное время и значение. Когда вы по-настоящему положитесь на свою веру и перестанете полагаться на свой разум, вы поймете, что ваши обстоятельства на самом деле работают на вас, а не против вас. Например, иногда Бог удаляет людей из нашей жизни, чтобы защитить нас. Примите это и не пытайтесь снова открыть эту дверь. Прошлое не может сказать ничего нового, и вы не можете двигаться вперед с теми же людьми и обстоятельствами, которые причинили вам боль.
Внеся одну небольшую корректировку в свой распорядок дня, вы сможете привлечь в свою жизнь поток безграничных денег, счастья, радости, свободы и уверенности. Если вы этого желаете, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Если вы любите Бога и хотите помочь тем, кто сейчас борется, тем, у кого может быть трудный день, тем, кто слаб или даже далеко, тем, кто чувствует, что буря никогда не закончится, и тем, чья вера пошатнулась по теме, подписывайтесь и комментируйте. Если вы все еще здесь, смотрите или слушаете это видео, напишите «Да» и продолжайте бороться за себя. Не беспокойтесь о своих друзьях или семье прямо сейчас. Вместо этого расставьте приоритеты и продолжайте сражаться, потому что враг не добьется успеха ни сегодня, ни когда-либо. Продолжайте сражаться, потому что вы прибудете, и все это будет того стоить, как в этом видео. Хотя в настоящее время вы, возможно, испытываете печаль и страдания, вы должны помнить, что вам суждено гораздо большее. Бывают случаи, когда ответы Бога кажутся вам неясными или непонятными, когда вы терпеливо ждали, но кажется, что ничего не меняется, или когда вы задавали вопросы, но не получали ответа. Если вы верите в Бога, вы, вероятно, сталкивались со случаями, когда вам казалось, что ваши молитвы были встречены молчанием. Однако очень важно помнить, что Бог всегда присутствует с вами. Трудности и страдания, через которые вы прошли, были необходимы для вашего личностного роста и исцеления среди жизненных испытаний. Подобно любящему родителю, который исправляет своего ребенка, Бог направляет тех, кого Он любит. Ваше разочарование – это Его способ направить вас на лучший путь. Независимо от суматохи вокруг вас, никогда не переставайте доверять Ему. У Него есть план, и Он точно знает, что делает. Если вы согласны с этой глубокой истиной, наберите 555. Во время жизненных испытаний легко почувствовать, что ваши молитвы не услышаны. Но будьте уверены, что присутствие Бога непоколебимо. У вашей прошлой боли есть цель. Он служит тиглем для вашего личностного роста и исцеления, превращая вас в более сильного и выносливого человека. Бог, как заботливый отец, из любви наказывает своего ребенка и направляет вас, направляя его в нужное русло. Препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, не бессмысленны. Они являются частью Его божественного плана, который приведет вас к лучшему пути. Несмотря на бури вокруг вас, сохраняйте непоколебимую веру в Него. Верьте, что Он организует каждую деталь вашей жизни с мудростью и любовью. Сосредоточившись на Боге, предайтесь Ему. При этом вас окутает чувство покоя, поскольку вы поймете, что благословение заключается в путешествии, а не только в его результате. Враг усиливает свои атаки, потому что он не хочет, чтобы вы получили все благословения, которые Бог приготовил для вас. Он чувствует угрозу со стороны миссии, которую Бог дал вам, и помазания вашей жизни. Помните, вы не одиноки в этом путешествии, даже если другие, возможно, покинули вас. Бог присутствует постоянно, особенно в самые трудные времена. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Раньше Он вытаскивал вас из депрессии, суицидальных мыслей,
беспокойства, страха, одиночества, финансовых трудностей и горя, и Он сделает это снова, если вы доверяете Ему. Ищите Его искренне, и вы найдете Его. Не спускайте с Него глаз, даже когда вокруг вас бушуют жизненные бури. Оставайтесь стойкими, и вы выйдете победителем из этого испытания. Терпеливо ждите, и вы увидите великолепный план, который Он разработал для вас. Возможно, вы сейчас этого не понимаете, но Божий план превосходит все, что вы когда-либо могли себе представить или мечтать. Пусть терпение станет вашим верным спутником в это время ожидания, и доверьтесь Господу в отношении невероятных благословений, которые ждут впереди. В тихие минуты ожидания, когда может царить неопределенность, помните, что Божий момент выбран идеально. Терпеливо ожидая осуществления Его божественного плана, вы обнаружите, что то, что вас ждет впереди, превосходит ваши самые смелые надежды и мечты. Каждое испытание, каждый момент трудностей стали ступенькой на вашем уникальном пути, ведущим к месту невообразимых благословений. Посреди жизненных бурь можно обрести невообразимую красоту и удовлетворение, доверившись Его водительству. С непоколебимой верой и рвением сердца примите этот период ожидания. Будьте уверены, что Его благословение проявится в вашей жизни так, как вы даже не могли ожидать. Божьи методы иногда могут сбить нас с толку, но очень важно помнить, что у Него есть высшая точка зрения. Например, даже если вы чувствуете, что готовы к тому, что Он приготовил, кто-то другой может быть не готов. У Бога есть способность оградить наших ближайших союзников и близких от Его планов, чтобы мы могли научиться заботиться о себе. Каждая деталь должна идеально совпадать, чтобы общая картина была в фокусе. Жизнь с сердцем, полным мира, благодарности и удовлетворения, требует доверия к божественному выбору времени. Воздержитесь от попыток форсировать результаты в соответствии с вашей волей. Позвольте Богу действовать по-своему. Ваши молитвы будут услышаны именно тогда, когда придет время. Всего за $9,99 вы можете принять эту истину как свою собственную. Помните, что это путешествие требует веры, а не просто полагаться на то, что вы наблюдаете. Сохраняйте высокие ожидания, сохраняйте непоколебимую веру и ведите себя так, как будто желаемый результат уже достигается. Идите по жизни с уверенностью, что ваши мечты материализуются, если вы согласуете свои действия со своей верой. Если согласны, напишите «Аминь». Ваша вера приведет вас туда, куда вы никогда не сможете добраться самостоятельно. Если вы верите в Бога, рассмотрите возможность подписки на наш канал. Бог работает за кулисами вашей жизни, направляя не только ваш путь, но и пути тех, кто вас окружает, чтобы вы могли достичь пункта назначения. Ничто не происходит случайно, поэтому, если что-то пойдет не так, как планировалось, не расстраивайтесь. Он контролирует и вашу жизнь, и ваши обстоятельства, и все, что встречается на вашем пути. Ваша нынешняя борьба не мешает вам достичь своей цели. Вместо этого они ведут вас к этому. Все, что Бог хочет для вас, является частью Его плана. Доверьтесь Его безграничной любви к вам.
Если кто-то не соответствует его божественной цели и плану для вас, Бог удалит его из вашей жизни. Вместо того, чтобы преследовать их или идти на компромисс со своей истинной сущностью, чтобы сохранить их, решите отпустить их. Позвольте Богу исцелить ваше израненное сердце и снова найти в нем надежду. Божьи благословения смогут войти в вашу жизнь только тогда, когда вы научитесь отпускать то, что вам больше не служит. Когда одна дверь закрывается, верьте, что Бог откроет другую, что приведет вас к большим возможностям. Каждая потеря, которую вы понесете, в конечном итоге будет заменена приобретением. В этот момент Бог общается с вами. Он понимает, какое бремя вы несете, и знает, что вы можете чувствовать себя подавленным, как будто тяжесть мира лежит на ваших плечах. Помните, что даже в минуты одиночества вы никогда не бываете по-настоящему одиноки. Божья любовь и руководство всегда с вами. Когда жизнь становится невыносимой, я всегда рядом, готовый выслушать ваши молитвы и предложить утешение. Независимо от того, где вы находитесь и что делаете, найдите минутку, чтобы соединиться со мной через молитву. Я твое убежище во времена беспорядков, твоя непоколебимая поддержка в трудную минуту. Когда вы доверяете мне свои заботы, вы открываете себя ощущению спокойствия и мира, превосходящему всякое понимание. Я здесь, чтобы помочь вам преодолеть жизненные трудности и дать вам силу и мудрость для преодоления любых препятствий, которые встретятся на вашем пути. Итак, никогда не стесняйтесь обращаться ко мне в молитве. Я ваш постоянный спутник, готовый внести комфорт и ясность в вашу жизнь, независимо от обстоятельств. Введите 11, чтобы получить его. Прежде чем полюбить кого-либо еще, влюбитесь в Иисуса. Его любовь может окутать и поддержать вас, особенно во времена одиночества. Ожидая чудесных вещей, которые Бог приготовил для вас, помните, что вы не так уж далеко зашли, и ваши ошибки не слишком велики, чтобы Бог мог покрыть их своей благодатью. Отвернитесь от любого проступка или греха, который вы совершили, покайтесь, получите его прощение и продолжайте идти. Введите 12, если это сообщение вам откликается. Независимо от того, сколько раз вы спотыкаетесь или отклоняетесь от Бога, всегда вставайте и продолжайте искать Его. Когда вы осознаете, сколько раз Бог был рядом с вами, спасал вас и поддерживал в самые худшие моменты, вы научитесь ценить Его и ходить в послушании Его могущественной любви. Даже если желания вашего сердца еще не материализовались, верьте, что Он приготовил для вас нечто гораздо большее, нечто, что намного превзойдет ваши ожидания. Как следует из Иеремии 29:11, Бог не заставляет вас ждать из злости или для того, чтобы наказать вас. У Него есть для вас грандиозный план, который не только принесет вам пользу, но и сделает вас процветающим. Сегодня у вас есть выбор – перестать беспокоиться о том, когда и как это произойдет, и вместо этого довериться Божьему выбору времени. Он доведет все до конца в свое время. Аввакум 2:3 далее обещает, что, если кажется, что это произойдет медленно, ждите терпеливо, ибо оно обязательно произойдет и не будет отсрочено.
Пусть сияющий свет присутствия Господа освещает ваш путь, где бы вы ни оказались в этот период своей жизни. Будьте уверены, что Бог никогда не оставит вас без обеспечения. Вы можете оказаться на работе, которая кажется незначительной по сравнению с другими возможностями, и вы можете даже подумать об уходе с нее. Однако глубоко в сердце вы чувствуете призыв остаться. Это может не иметь логического смысла, но Бог просит вас доверять Ему. Знайте, что у Него есть план для вас, и Он обеспечит вас в изобилии, превосходя простое материальное богатство. Во времена сомнений и неуверенности, когда вы чувствуете, что стоите на распутье и вам предстоит принять трудное решение, помните, что планы Бога часто превосходят наше понимание. Его руководство может привести вас в неожиданное место или удержать в ситуациях, которые на данный момент кажутся далеко не идеальными. Возможно, это не всегда кажется логичным, но доверьтесь Его мудрости и провидению. Он знает сложные детали вашей жизни и имеет причину держать вас там, где вы находитесь. Ваши нынешние обстоятельства, какими бы трудными они ни были, являются частью Его божественного плана, направленного на формирование и подготовку вас к тому, что грядет. Когда вы решаете довериться Божьему руководству и обеспечению, вы открываете себя для благословений, которые выходят за рамки финансовой выгоды. Он обеспечивает не только ваши материальные потребности, но и ваш духовный рост, устойчивость и внутреннюю силу. Если вы останетесь верными и терпеливыми, вы обнаружите, что Его планы всегда приводят к осуществлению, даже если иногда путь кажется нетрадиционным. Хотя некоторые могут посоветовать вам уйти, Бог хочет, чтобы вы оставались в вере, чтобы через вас могла быть совершена Его величайшая работа. Ты маяк в чужой тьме. В свое время вы – благословение, а не помеха. Возможно, вам посоветовали сдаться или справиться совсем самостоятельно, но вы решили довериться Богу и проявить настойчивость, несмотря на трудности. Продолжайте настаивать и верить, что ваше будущее будет намного лучше, чем ваше прошлое. Немного изменив свой утренний распорядок, вы сможете начать привлекать в свою жизнь неограниченное богатство, счастье, свободу и уверенность. Бог говорит вам не отчаиваться, даже если вы чувствуете, что находитесь в черном списке и не можете получить эту работу или найти подходящую пару. Это не отказ, а перенаправление. Сосредоточьтесь на Боге, а не на своих обстоятельствах, потому что Он открывает для вас правильные двери. Бог призывает вас перестать говорить и думать негативно. Подумайте о тех случаях, когда Он отвечал на ваши молитвы, продвигал вас по службе, предотвращал несчастные случаи и решал ваши проблемы. Размышляя о своих победах, вы продолжите двигаться вперед с доверием, веря, что человек, который вел себя иначе, поправится, буря утихнет и счастье вернется. Доверьтесь Богу, Он все контролирует, никогда не подводил вас и не собирается начинать сейчас. Осознайте, что Бог иногда закрывает двери, чтобы дать понять, что пора двигаться вперед. Он знает, что, если вас не заставят, вы не примете перемен. Он уверяет вас, что перемены уже не за горами. Помните, что Бог, ваш Небесный Отец, определяет вашу судьбу. Согласно Исаии 60, 22,
когда придет время, Бог откроет двери, которые никто не сможет закрыть. Это время года, когда Бог ведет вас к вашей судьбе. Он знает, что вы испытываете, и обещает быть с вами в каждом жизненном испытании. Помните, что ваша судьба не определяется экономикой, вашим воспитанием или образованием. Ваше ожидание почти подошло к концу. Бог услышал ваши молитвы. Его ангелы были посланы, и вскоре вы станете свидетелем своих чудес. Заявите, что ваше здоровье улучшится, вы удивите врачей и получите работу. Ваша задача – действовать и говорить так, как будто это уже сделано. Ходите верой, а не видением. Если вы верите в Божьи обещания и мечты, о которых молились, Он осуществит их. Знай, что ты держишься в ладони Божией, и завтра ты проснешься отдохнувшим, полным мудрости и понимания. Что-то врывается. Ваше здоровье, финансы, отношения и семья в руках Бога. Он прокладывает вам путь. Больше не беспокойтесь о том, как, когда и кто. Это ответственность Бога, а не ваша. Он работает в ночную смену, и вашим делом назначены ангелы. Ваши молитвы были услышаны, ангелы посланы, и вскоре вы увидите свои чудеса. Заявите, что ваше здоровье улучшится, что вы удивите врачей и получите эту работу. Ваша задача – действовать и говорить так, как будто это уже произошло. Ходить верой, а не видением. Если вы поверите обещаниям Господа, мечты, о которых вы молились, сбудутся. Сегодня вечером вы слышите от Бога, а завтра вы проснетесь отдохнувшими, полными мудрости и понимания. Что-то врывается. Я понимаю, что вы были вовлечены в тихую войну, борясь с болью, проливая слезы во тьме ночи, не желая отягощать кого-либо своей борьбой. Пожалуйста, поймите, что я осознаю переворот, который вы пережили. Меня искренне волнует каждый аспект вашего путешествия, и я хочу, чтобы вы знали, что я уже действую от вашего имени. Когда эта глава вашей жизни подходит к концу, вполне естественно, что вихрь эмоций захлестнул вас. Но вместо того, чтобы зацикливаться на вещах, которые находятся вне ваших рук, я хочу, чтобы вы отпустили их. Смотрите в будущее с надеждой и предвкушением, шагая вперед с сердцем, полным благодарности. Вы переходите в новую фазу, когда все станет на свои места, и ситуации начнут работать в вашу пользу. Пришло ваше время сиять. Вы получили бесценные уроки, прошли трудные испытания и преодолели серьезные препятствия. Даже перед лицом невзгод ваша вера оставалась непоколебимой, и эта стойкость будет продолжать хорошо служить вам в следующей главе вашей жизни. Поверьте, что трудности, с которыми вы столкнулись, подготовили вас к благословениям, которые ждут вас на горизонте. Сохраняйте свою веру, питайте надежду и уверенно идите вперед. Вы находитесь на пороге сезона, когда все соберется воедино, чтобы принести вам счастье и удовлетворение, которых вы по праву заслуживаете. Ожидание, наконец, закончено. У Иисуса есть для вас грандиозный сюрприз. Если у вас есть вера, напишите свои желания от 20 до 22, и они исполнятся.
Не забудьте уделять приоритетное внимание заботе о себе и отвечайте «да», когда будете готовы. Поделитесь этим посланием с 5 другими людьми, имеющими непоколебимую веру. Выразите свою веру, оставив комментарий «Иисус, Господь», чтобы выразить свою поддержку. Чтобы оставаться в курсе, подпишитесь на наш канал и активируйте колокольчик уведомлений. Вы не пассивный участник великого повествования своей жизни. Тот, у кого есть власть успокоить воду, это тот же, кто держит вашу судьбу в своих руках. Он увидел ваше горе, услышал ваши мольбы и уверяет вас, что лучшие дни уже на подходе. Возможно, вам предстоит столкнуться с худшим штормом в вашей жизни, но будьте уверены, ваши испытания не напрасны. Этот период неопределенности – это тигель, в котором проверяется и очищается ваша вера. Невидимые битвы, в которых вы сражались в тишине своего одиночества, бессонные ночи, проведенные в созерцании, бесчисленные пролитые слезы – все это имеет значение. Они являются неопровержимым доказательством вашей стойкости и решительности. Они являются свидетельством вашей веры в то, что будет после урагана. Вы пережили худшее, теперь пришло время получить от него лучшее. Ваш Небесный Отец уговаривает вас совершить прорыв. Он жаждет, чтобы вы оставили позади свои тревоги, неуверенность в себе и страхи. Не сомневайтесь. Позвольте себе отказаться от своих забот и войти в пространство божественного спокойствия и мира. Примите спокойную уверенность, которая приходит с освобождением от вашего бремени, и знайте, что его благословение уже не за горами. На горизонте твоей жизни уже рассвет. Пришло время проявиться вашим чудесам и вашему сердцу запеть в восторге. Продолжайте напоминать себе, что в вас живет та же самая сила, которая покорила могилу. Ты – дитя Всевышнего Бога, и нет ничего, что могло бы устоять против тебя. Бог готовил вас к жизни, которая вас ожидает. Испытания, которые ты пережил, были не наказанием, а подготовкой. Каждая трудность, с которой вы столкнулись, каждая слеза, которую вы пролили, каждое сомнение, которое вы преодолели, все это было частью Его божественного плана. Подобно искусному гончару, Он лепит из вас сосуд, способный вместить благословения, которые Он собирается излить в вашу жизнь. С нетерпением ждем завтрашнего дня с новой надеждой и волнением. Приготовьтесь заявить о своей победе и войти в землю обетованную. Тот, кто обещал никогда не покидать и не оставлять тебя, проведет тебя до конца. Он приведет вас к вашей судьбе, в сад радости и процветания, где вы будете процветать. Шторм сделал все возможное, но не сломил тебя. Его цель заключалась в том, чтобы сделать вас сильнее и выносливее. Теперь, когда буря прошла, вы готовы получить Божье благословение. Когда солнце Его любви и благодати поднимается над горизонтом вашей жизни, будьте готовы греться в Его свете и тепле. Темные тучи ваших испытаний уступают место чистому и светлому небу. Вступая в этот новый сезон, пусть благодарность станет песней вашего сердца. Пусть ваша жизнь станет свидетельством Божьей верности. Ваш период ожидания подошел к концу, и начался период получения.
Не стесняйтесь оставлять комментарии «Иисус, Господь», чтобы показать свою веру и поддержку. Чтобы получать больше вдохновляющих сообщений и получать уведомления о будущих публикациях, подпишитесь на наш канал и включите колокольчик уведомлений. Поделитесь этим посланием веры, надежды и любви с теми, кому оно может понадобиться. Помните, вы не одиноки. Бог с вами, и Он все делает для вашего блага. Ваши невзгоды, какими бы тяжелыми они ни казались, это не препятствие, а ступени на пути к предначертанной судьбе. Каждое спотыкание, каждое падение приближает вас к исполнению данной Богом цели. Божий план в вашей жизни тщательно разработан с учетом вашего высшего блага. Его безусловная любовь к вам проведет вас через мутные воды, и Его мудрость восторжествует, даже если ваше понимание потерпит неудачу. Вы должны найти утешение в том, что если какой-либо человек или ситуация удаляются из вашей жизни, это часть божественного вмешательства Бога. Преследовать такие ситуации или людей с отчаянием бесполезно, вместо этого вы должны твердо придерживаться аутентичности, ценить свою истинную сущность и охотно отпускать. Положите свой израненный дух к Его ногам и ищите в нем спасения и надежды. С каждой потерей приходит возможность получить обильные благословения. Столкнувшись с закрытыми дверями, доверьтесь Его способности вести вас к открытой двери, более богатой возможностями, чем та, которую вы оставили позади. Потери, с которыми вы сталкиваетесь, это не прекращение, а трансформации, прокладывающие путь к большим победам. В разгар вашего нынешнего смятения Бог шепчет слова утешения. Он признает ваше бремя и непреодолимую тяжесть, которую оно накладывает на вашу душу. Но помните, даже в самые одинокие моменты Его любовь окружает вас, и Его руководство освещает ваш путь. Перед лицом тяжких невзгод ищите утешение в молитве. Стоите ли вы на вершине горы или идете по долине, божественная связь через молитву предлагает убежище. «Я твое убежище, предлагающее утешение в хаотичных бурях жизни». Переложить свои заботы в мои руки – это путь к миру, превосходящему земное понимание. Позвольте мне быть вашей опорой, пока вы путешествуете по бурным волнам жизни. Обращайтесь в молитве без колебаний, ибо я – непоколебимый маяк поддержки. Я постоянно рядом с вами, стремясь вселить спокойствие и ясное видение среди запутанных обстоятельств. Прежде чем искать любви в других, погрузитесь в любовь Иисуса. Его любовь – бальзам для твоего одиночества, а плод в твоей буре. Даже когда вы ожидаете того прекрасного, что Бог запланировал для вас, помните, что Его благодать покрывает ваши самые глубокие ошибки и самые мрачные неудачи. Независимо от тяжести ваших грехов, отвернитесь, покайтесь и примите Его прощение. Постоянно стремитесь искать Его, независимо от того, сколько раз вы терпели неудачу. Чем больше вы признаете Его непоколебимую поддержку в самые мрачные часы, тем легче вам будет повиноваться Его любви. Поверьте, что Его планы намного превосходят ваши личные желания. Благословения, которые вас ждут, превосходят ваши самые смелые мечты. Его планы направлены на ваше процветание, а не на причинение вам вреда,
но вы должны проявлять терпение и веру, зная, что путь к вашей судьбе – это тщательно спланированное путешествие. У вас есть сила заменить беспокойство непоколебимой верой в Его божественное время. Каждая глава вашей жизни идеально совпадет в нужное время. Его обещание состоит в том, что оно не будет медлить, а оно придет в свое время. Пусть Его божественное присутствие будет вашим путеводным светом, ведущим вас через каждое время вашей жизни. Не бойтесь, поскольку Его обеспечение безгранично. Даже когда обстоятельства кажутся мрачными, доверьтесь божественному плану Бога для вас. Казалось бы, незначительная работа, за которую вы держитесь, призвание, которому соответствует ваше сердце, является частью Его великого плана. Когда вы окажетесь на распутье, доверьтесь Его планам, ибо они превосходят человеческое понимание. Его руководство может показаться странным, но будьте уверены, Его мудрость безгранична. Ваша нынешняя ситуация может показаться мрачной, но она является частью грандиозного замысла, призванного сформировать и подготовить вас к процветающему будущему. Ваша непоколебимая вера открывает путь к благословениям, выходящим за рамки финансового богатства. Его условия удовлетворяют не только ваши физические потребности, но также способствуют вашему духовному росту, силе духа и внутренней выносливости. Верность и терпение в конечном итоге приведут вас к божественному осуществлению, каким бы необычным ни казалось это путешествие. Ваш текущий сезон – это божественное назначение. Ты луч надежды в чужой буре, скрытое благословение. Стойкость в вере, несмотря на трудности, способствует Божьей работе в вас и через вас. Выбор довериться Богу среди невзгод, твердо стоять в вере, несмотря на неудачи, укрепляет вашу веру в будущее гораздо более светлое, чем ваше прошлое. Адаптация вашего режима дня позволит вам притянуть в свою жизнь бесконечное процветание, радость, свободу и уверенность в себе. Примите свою цель, примите свое путешествие и наблюдайте, как божественный план разворачивается в вашей жизни. Ваши невзгоды, какими бы тяжелыми они ни казались, это не препятствие, а ступени на пути к предначертанной судьбе. Каждое спотыкание, каждое падение приближает вас к исполнению данной Богом цели. Божий план вашей жизни тщательно разработан с учетом вашего высшего блага. Его безусловная любовь к вам проведет вас через мутные воды, и Его мудрость восторжествует, даже если ваше понимание потерпит неудачу. Вы должны найти утешение в том, что если какой-либо человек или ситуация удаляются из вашей жизни, это часть божественного вмешательства Бога. Преследовать такие ситуации или людей с отчаянием бесполезно, вместо этого вы должны твердо придерживаться аутентичности, ценить свою истинную сущность и охотно отпускать. Положите свой израненный дух к Его ногам и ищите в нем спасения и надежды. С каждой потерей приходит возможность получить обильные благословения. Столкнувшись с закрытыми дверями, доверьтесь Его способности вести вас к открытой двери, более богатой возможностями, чем та, которую вы оставили позади. Потери, с которыми вы сталкиваетесь, это не прекращение, а трансформации, прокладывающие путь к большим победам. В разгар вашего нынешнего смятения Бог шепчет слова утешения.
Он признает ваше бремя и непреодолимую тяжесть, которую оно накладывает на вашу душу. Но помните, даже в самые одинокие моменты Его любовь окружает вас, и Его руководство освещает ваш путь. Перед лицом тяжких невзгод ищите утешения в молитве. Стоите ли вы на вершине горы или идете по долине, божественная связь через молитву предлагает убежище. «Я твое убежище, предлагающее утешение в хаотичных бурях жизни». Переложить свои заботы в мои руки – это путь к миру, превосходящему земное понимание. Позвольте мне быть вашей опорой, пока вы путешествуете по бурным волнам жизни. Обращайтесь в молитве без колебаний, ибо я – непоколебимый маяк поддержки. Я постоянно рядом с вами, стремясь вселить спокойствие и ясное видение среди запутанных обстоятельств. Прежде чем искать любви в других, погрузитесь в любовь Иисуса. Его любовь – бальзам для твоего одиночества, а плод в твоей буре. Даже когда вы ожидаете того прекрасного, что Бог запланировал для вас, помните, что Его благодать покрывает ваши самые глубокие ошибки и самые мрачные неудачи. Независимо от тяжести ваших грехов, отвернитесь, покайтесь и примите Его прощение. Постоянно стремитесь искать Его, независимо от того, сколько раз вы терпели неудачу. Чем больше вы признаете Его непоколебимую поддержку в самые мрачные часы, тем легче вам будет повиноваться Его любви. Поверьте, что Его планы намного превосходят ваши личные желания. Благословения, которые вас ждут, превосходят ваши самые смелые мечты. Его планы направлены на ваше процветание, а не на причинение вам вреда, но вы должны проявлять терпение и веру, зная, что путь к вашей судьбе – это тщательно спланированное путешествие. У вас есть сила заменить беспокойство непоколебимой верой в Его божественное время. Каждая глава вашей жизни идеально совпадет в нужное время. Его обещание состоит в том, что оно не будет медлить, а оно придет в свое время. Пусть Его божественное присутствие будет вашим путеводным светом, ведущим вас через каждое время вашей жизни. Не бойтесь, поскольку Его обеспечение безгранично. Даже когда обстоятельства кажутся мрачными, доверьтесь божественному плану Бога для вас. Казалось бы, незначительная работа, за которую вы держитесь, призвание, которому соответствует ваше сердце, и является частью Его великого плана. Когда вы окажетесь на распутье, доверьтесь Его планам, ибо они превосходят человеческое понимание. Его руководство может показаться странным, но будьте уверены, Его мудрость безгранична. Ваша нынешняя ситуация может показаться мрачной, но она является частью грандиозного замысла, призванного сформировать и подготовить вас к процветающему будущему. Ваша непоколебимая вера открывает путь к благословениям, выходящим за рамки финансового богатства. Его условия удовлетворяют не только ваши физические потребности, но также способствуют вашему духовному росту, силе духа и внутренней выносливости. Верность и терпение в конечном итоге приведут вас к божественному осуществлению, каким бы необычным ни казалось это путешествие. Ваш текущий сезон – это божественное назначение. Ты луч надежды в чужой буре, скрытое благословение.
Стойкость в вере, несмотря на трудности, способствует Божьей работе в вас и через вас. Выбор довериться Богу среди невзгод, твердо стоять в вере, несмотря на неудачи, укрепляет вашу веру в будущее, гораздо более светлое, чем ваше прошлое. Адаптация вашего режима дня позволит вам притянуть в свою жизнь бесконечное процветание, радость, свободу и уверенность в себе. Примите свою цель, примите свое путешествие и наблюдайте, как божественный план разворачивается в вашей жизни. Бог направляет вас ценить тишину во времена разочарования. Помните, зачастую чем меньше вы говорите, тем больше Он работает от вашего имени. Оставайтесь твердыми в своей вере. Если вы верите в Бога, напишите в комментариях «Аминь».